я создала любительский женский вокальный ансамбль «Туймада». Из числа студентов музыкального училища, вокального факультета и из талантливых участников самодеятельности. Как только услышу слово «Туймада», для меня сердце, любое слово «Туймада» меня уже волнует. Наш бессменный руководитель, наш учитель, очень настырный человек. Если ей что-то надо, она всего добьется. Ну, так и должно быть характер руководителя. Как музыкант и как деятель она у нас самая сильная. Ансамбль «Туймада» — наш второй дом, руководитель наша вторая мама. Всегда так говорим. Светлана Павловна, она у нас лидер. Прежде чем Светлана Иванова стала истинным лидером, ведущим за собой музыкантов и воспитавшим целую плеяду хормейстеров и вокалистов, она была обычной девчушкой из села Хоработ Мегино-Кангаласского улуса, вышедшей из многодетной семьи сельского учителя Игнатьева Павла Ивановича. Все в этой семье было хорошо и складно. Детям уделялось немалое внимание, особенно ей, той, которая долгое время была младшим ребенком. Меня назвали «Золотая девочка». Кемискыс Атахпан. Мне псевдоним. Я была долго самой маленькой девочкой. И моя сестренка родилась через 9,5 лет. Палец во рту, и папа чуть взглянет твердо, сразу слезы. Большие капли слез, говорят. И, ну, так это я выросла в любви, в ласке и даже где-то избалована. Девочка росла в творческой школьной атмосфере, участвовала в самодеятельности, пела и даже солировала. Гастрольная жизнь по близлежащим селам завораживала ее, а необычайная тяга к музыкальным инструментам заставила родителей даже продать корову и купить-таки дорогостоящее пианино. Именно отец, когда-то почувствовавший способности своей дочери, привез ее в Якутск, в республиканскую музыкальную школу по классу виолончели и баяна. Прошло время, и мечта учиться в самом аристократичном городе мира все-таки исполнилась. Так Светлана Иванова стала студенткой дирижерско-хорового факультета Государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Музеи, театры, филармония, выставки. Ну, это все, наверное, все это я впитала в себя. Там встретила свою первую любовь. Отца моей дочери вышла замуж за него. И, в общем, самые счастливые годы моей жизни, наверное, наполненные, насыщенные. Мне в жизни просто очень повезло. На учителей, на школ, имеется в виду профессиональная школа. Ну, то, что я училась в Ленинграде, в Ленинградской консерватории, это одна из лучших вузов не только в России. И я горжусь этим. Как бы песня – это жанр самодеятельный, так, да? Ну, а кто будет заниматься им профессионально? Как-то так получилось, что пошло, и это стало смыслом моей жизни. Это стало… Я даже не мыслю, где бы я еще работала, кем бы я еще была.
Являясь профессионалом своего дела, Светлана Павловна вдохнула новую жизнь в старинные фольклорные напевы. Малые песенные формы она расширяет за счет выстраивания развернутых музыкальных композиций, раскрывающих единую тему и один художественный образ. Песенные миниатюры сопоставляются по принципу сочетания темповых, динамических, жанровых особенностей, количества исполнителей, а также их тембральных сочетаний и возможностей. Учитывается ею и принцип исполнения хоровых произведений и ансамблевых, которые отличаются весьма разительным образом. Хор – это монолитное большое полотно, где большими набросками, да, а ансамбль – это более маленький пейзажик, мелкие детали, более такая же детальная работа, более тонкая работа, более прозрачная, более трудоемкая даже. Если в хоре одну партию поют 10 человек, то у меня двое поют, или даже одна поет свою партию. Надо создавать все равно многоголосие, его разнообразие, полифоническом, гармоническом изложении. Она требует все равно наличия какой-то обертоновой наполненности. Так, в 1987 году из числа участников самодеятельности и студентов музыкального училища был создан любительский женский вокальный ансамбль «Туймада». Вся талантливая молодежь проходила через отбор, ведь руководителю необходимо было подобрать не просто певцов, а нащупать в каждом из них определенные вокальные находки. Каждого прослушиваю. Во-первых, есть голоса, которые в ансамбле не сливаются по тембру. Есть, которые не очень хорошо интонируют. Она меня проверила, прослушала. Я спела якутскую такую песню. Вот эту песню. Вот как Фрося Бурлакова, я ее как народную песню спела. Угу. Видимо, я ей понравилась. Она сказала, вот таких надо брать. Когда ансамбль перешел на другой уровень, и он уже приобрел государственный статус, требования к вокалистам повысились. Сегодня туда берут специалистов, профессиональных вокалистов. Однако кастинг по-прежнему является единственным способом отобрать лучших из лучших. Будучи еще студентом 4-го курса, я увидел объявление, то, что ансамбль «Туймада» проводит кастинг в мужской состав ансамбля. Я с детства уже являлся фанатом ансамбля и знал все песни наизусть. Я подготовил 2 произведения, зашел к ней в кабинет, говорит, ну что, слушаем. Была песня «О соле мио», мы начали ее чуть в низкой тональности, она давайте проверим голос. Она говорит, все выше, выше, играет, тональность все выше, выше, выше. И я уже там на верхах уже начал. Ко мне не поступает по блату, по знакомству, не поступает по какой-то личной симпатии или какой-то. Поступают только те, которые подходят для данного состава. Ну, вот приходят уже взрослые личности, да? А как их объединить? Только одно. Любовь к своей работе, к своей профессии, любовь и уважение к своему коллективу. Вот это то, что нас объединяет. Сколько я ее знаю, она очень преданный человек своей профессии. Светлана Павловна очень деятельный человек. Изнутри она любит порядок. Все расписано по нотам. Она и как мать, и педагог, и хормейстер, и просто очень хороший человек. Она относится к нам как к своим родным сыновьям. Коллектив у нас небольшой, как семья мы живем. Я здесь больше, чем дома, да? Я здесь больше, чем в семье. И заботы, проблемы артистов моих – это мои проблемы.
Как и с музыкальной, с профессиональной точки зрения, как и в личной жизни она нас всегда поддерживает, понимает. До того, как взять какое-либо произведение, она сначала говорит: я хочу вот так, вот так вот. Какие у вас есть дополнения? Потом мы говорим свое мнение. Она это все собирает в одно и делает одно хорошее произведение. В самих обработках, в песнях очень глубокая душа у нее всегда присутствует в песнях. Но в основном мы берем народные мотивы. Душа сразу как-то вот у нас раскрывается в песнях. Светлана Павловна очень грамотно все делает, музыкально, и фразировка, и выражение у нее яркое. Репертуар у нас очень большой, да, скажем. В течение 30 лет у нас в репертуаре более 300 песен. Все эти песни для нашего ансамбля обработки сделала Светлана Павловна. Сначала у нас были простые песни, как, скажем, «Кери, тыра, кера, танчарлуяра», вот такие песни. Трехголосие было, это двуголосие. Песни композиторов тоже мы пели. Потом же развитие же, человек развивается, вот, более сложные, акапельных песен у нас много очень народного творчества, да? Народные песни, самые известные. Коллектив создать — это время нужно. Это не только впетость, да? Это нужно, чтобы артисты хотели одно, желали одно. То есть работа их, чтобы вдохновляла, да? Чтобы они полюбили это многоголосие. Вот всегда с ней работается легко в плане творчества. А остальное, то, что вот за работой, это уже отдельная тема. Работу она очень любит, это же ее детище, она создала. Угу. Когда увлечется, то ее уже не остановить. Очень увлеченный человек работает от души, вдохновенно. И песни, которые я делаю, я же обрабатываю, да, они меня звучат здесь все время. И вот я иду домой, на остановке стою, это иногда мне прорывается, прямо я начинаю петь, и внутренне я пою, конечно. Однажды моя артистка говорит: смотрю на остановке с автобусом, она ходит туда с остановкой, машет руками, что-то это так неудобно было, говорит. А я совсем забыла, что я на улице, мне звучит песня там туда. Знаете, получилось так, что когда что-то делаешь, да, ну, песню, когда делаешь, фразу, ищешь фразу, куда приходит фраза, я все это напеваю про себя. Так что я не на публику пою, да, те песни, которые я сделала, все впиваю в себя. Тогда только можно почувствовать этот дух этой песни, чтобы из него что-то сотворить, что-то создать. Создание репертуара стало моей самой, наверное, трудоемкой работой. Я создала огромный, разнообразный репертуар.
репертуар для мужского и женского состава совершенно разный. С появлением мужчин появились песни в стиле Дегарек. Они более энергичные, более мужественные, скажем, более... Хотя есть очень много тонкой лирической песен. А я очень люблю мужские голоса. И решила, попросила, требовала, настаивала, чтобы мне выделили дополнительно хотя бы 4 единицы для мужского состава. Знаете, все были против, начиная моих артистов. Как разрушить образ, созданный уже Туймадой, это девушки, это как бы они молодые, красивые, как лебедушки, да, и вдруг какие-то мужчины, да. Но со временем все признали мою правоту, потому что и постановочной части очень интересно стало, да, и песни богаче звучат, а мужской диапазон голоса очень богатый, и начались более театрализованные, более содержательные, более углубленные концерты. Не потому, что пушки бьют, а потому, что вновь поют, забыв, что здесь идут бои, поют шальные соловьи. Первые музыкальные мюзикли снял Государственный вокальный ансамбль Туймада. «Таптыргы бұры сох», это, если перевести на русский, это будет «Любви нет вины», на основе более 20 песен Аркадия Алексеева, метра нашей эстрады. А получилось так, что в репертуаре накопились песни, и когда мы решили снять фильм, мы добавили еще, и талантливая артистка стала режиссером, постановщиком сначала спектакля, мюзикла, а потом уже мы сняли художественный фильм. Второй мюзикл мы сделали на основе песен Алексея Егорова, народного артиста, известного автора-песенника, председателя Союза автора-песенников, исполнитель, сам вокалист. Работа – это образ жизни, понимаете, да? Это гастроли, это выезды, это разлука с своими детьми, близкими, да? Это надо все выдержать. Во время гастролей бывает много случаев, и веселых, и невеселых, поэтому мы готовы ко всему. По соседству со Среднеколымским Нижнеколымский, и на территории Нижнеколымского района находится поселок Андрюшкино. Тундра бескрайняя, да? Ничего, негде зацепиться взглядом. Но маленькие кустики. Светлана Павловна такой человек, когда она видит красивую природу, она уходит в нее. И вообще ей хоть что там делай, она вся в этой природе. Я иду, пою, никто же меня не слышит. И раз упала Сани. А он уехал, он же не слышит на этом. А я одна осталась в тундре, никого нет. Там же волки воют, все, это же уже ночь, вечером. Я уже начала немножко бояться, все. Куда идти? Как? Это же очень далеко. Ледовитый океан же вообще вот... И спустя только, минут 10, наверное, только вот голова поселка Андрюшкина, вернулся за ней. Только обернулся, увидел то, что ее нет. Глаза выпучил, меня ищет. Где меня уронил-то? Ну, вот такой момент был. Объездив все улусы необъятной республики, ансамбль Туймада стал частым гостем на зарубежных фестивалях и конкурсах. Так, яркие впечатления и колоссальный опыт коллектив получил в стране восходящего солнца Японии. Несколько раз выступали в Италии, Франции, Бельгии и Польше. Для артистов эти поездки как воздух нужны, потому что в собственном соку
никто ведь... застой получается творческий, правда? Мы объездили более 100 городов, 16 регионов России по линии фестиваля марафона «Песни России» под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, с которой мы до сих пор держим дружескую связь, творческую связь. Девочки, я вами восхищаюсь. Какие вы уникальные. А ребята замечательные. Мальчишки, я вас обожаю. Как вы работаете потрясающе. С какой энергией, с какой подачей, с каким уважением к своему собственному народу. И чем больше народ обращает внимание на свою национальную культуру, тем он дольше живет, тем он дольше продолжает совершенствоваться. Смысл в этом фестивале был, конечно, сохранение песенной традиции и духовно-нравственной, конечно же, культуры народов. Очень колоссальный большой опыт переняли от них. Огромный опыт коллектив получил и в недавней поездке в Грузию, показав все свое мастерство на международном конкурсе «Фесталония, Джорджия». Энергия активного творческого поиска, высокий уровень исполнительской культуры, владение большим и разнообразным по стилю репертуаром создали все предпосылки для успешного выступления артистов в Тбилиси. Итог конкурса – первое место в номинации «Вокал». Данная награда является новым этапом в развитии многоголосного вокального искусства Якутии. За все годы работы у нас выпущено более 10 альбомов. Сначала были кассетные, их где-то около 10 уже, солистов, квартетов, женский состав. С приходом нынешнего молодого состава изменился и репертуар ансамбля. Он стал более молодежным, темповым и даже где-то задорным. Первое чувство это была ответственность, потому что мы уже знали, что такое туймада. Мы должны знать, мы должны стать как они, предыдущие солисты. И это было очень волнительно. 5 минут, мой часов раздастся вскоре. 5 минут, помиритесь тех, кто в ссоре. Конечно, я безмерно ей благодарна за мою судьбу. Она сыграла большую роль в становлении меня как личности, как певицы, как работника, да? Каждый артист у меня имеет свой сольный репертуар. Особенно те, которые давно работают, у них несколько сольных программ. Это обязательно нужно, потому что каждый солист, каждый вокалист должен индивидуальное развитие тоже получать. Светлана Иванова – это человек, радеющий за сохранность якутских песен, присвойственной ей интонационной, образной оригинальностью и самобытностью. Наверное, скажу, что я счастливый человек, потому что человек, который занят любимым делом, и где он знает, что он на своем месте, где он может быть нужным, наверное, счастливый человек. Как бывают среди самодеятельности интересные находки, так и рождаются в далеких якутских глубинках самородки. Таковой является и Светлана Павловна Иванова. Сама как цельная, завершенная музыкальная форма, впечатляющая и разнообразием, и размахом. Может, аккордом, каким-то аккордом таким, может быть. Ну, многоголосие же аккорд.